чего бы они там не заявляли в Баку, для того, чтобы успокоить армянское общество, а точнее дезориентировать, ввести его в заблуждение перед выборами следующими, на которых будет решаться будущее Армении. Надо понимать, что главный вопрос о демаркации границы не решен. И в последующем, после выборов, Баку будет давить на Пашиняна, если тот выиграет, и он будет идти на уступки. Точно так же сегодня Алиев или вчера, на днях, по крайней мере, не знаю, когда точно опять поднял тему Зангезурского коридора. Опять и использовал этот термин «Зангезурский коридор». То есть, значит, он будет продавливать и дальше Зангезурский коридор. Формально они заявили о том, что нет территориальных претензий вот в этом соглашении, так называемом, которое было подписано в США. Понимаете, если Азербайджан хочет заполучить всю Армению, то у него действительно нет территориальных претензий. Зачем ему территориальные претензии, если он забирает все? А похоже, к этому дело идет. Потому что там на повестке дня встает вопрос о переселении азербайджанцев в Армению. С учетом демографической ситуации, вы представляете, возвращаются азербайджанцы, потом они свободно передвигаются, и со временем вся Армения будет заселена азербайджанцами, как это произошло в Нахичеване, как это происходило реально в Нагорном Карабахе, из-за чего армянам пришлось там поднять восстание. Так что вот эти все заявления, они носят чисто формальный характер, а как начинаешь разбираться в деталях, оказывается, что ситуация-то прямо противоположная. И демаркации нет, и проблема азербайджанских переселенцев опять поставлена на повестку дня. И тема того, что, как вы правильно говорите, Ереван, это азербайджанский город, они не будут его захватывать так военным путем, допустим, они просто экспансией такой человеческой его захватят. А если Армения будет сопротивляться такой экспансии, то тогда они уже на силовые действия пойдут. Мы имеем такие сведения о том, что извлечки советского вооружения в виде 2 самолетов Су-24, некоторые артиллерийские системы Баку поставил Киеву, то есть он передает им это вооружение. Россия вызвала уполномоченного посла, ему было сделано предостережение, но какой-то резкой активности в этом направлении мы не наблюдаем. Следующий вопрос по поводу нефти и газа. Реальные наши действия, которые были предприняты против топливно-энергетического комплекса Украины, задели интересы Баку, так как многие заправки в Одесской области, в частности, в районе Днепропетровска были уничтожены, они оказались о том, что это бакинские нефтеперерабатывающие заводы свозят туда топливо, и тем самым снабжают украинскую армию бензином и дизелем. Кстати, они ничего умнее не придумали, как предъявили России счет на восстановление потерь. Украина заявила о том, что они поддерживают государство, которое мы считаем преступными, с которым мы ведем боевые действия. Собственно говоря, Алиеву реально на Кавказе действительно следует в фарватере политики Турции. Турции необходимо абсолютно ослабить влияние Украины на закавказские страны, особенно страны христианские, такие, какими являются, конечно, Грузия и Армения. И, собственно говоря, они следуют в фарватере. Почему Алиев пошел на переговоры с Путиным? Потому что Путин дал команды, специальные службы России очень сильно затронули личный бизнес Алиева в Москве, Московской области и вообще по России. И не секрет, что родственники Алиева, его сестра, имея гражданка России, она имеет здесь вид на жительство, она имеет здесь некоторые нефтяные промыслы. Кстати, эти промыслы напрямую затрагивают интересы именно самого Алиева. Я полагаю, что этим самым он пытался себя защитить. Но, по крайней мере, сегодня мы наблюдаем, что никаких резких изменений политики отношений между не предусматривается. Азербайджан играет 3 карты. Первая карта – это Каспийский регион, где, собственно говоря, он пока не может противостоять объединенному такому альянсу Иран и Россия. Но он пытается все-таки занять какое-то лидирующее положение. Тем самым мы знаем о том, что он допустил к участию, допустим, в военных маневрах страны НАТО и в том числе Турцию. Следующий вопрос – это взаимоотношения между Азербайджаном и Ираном. До недавнего времени у них были нормальные приграничные отношения, но после того, когда Азербайджан предоставил свою территорию для нанесения ударов по Тегерану,
Ирану. И Иран ведет, в общем-то, антиазербайджанскую политику, заручившись поддержкой, конечно же, России как члена БРИКС. И последнее. Азербайджан пытается использовать материальную базу, трубопроводы России, которые по старому договору мы разрешили ему использовать. У него нет своих трубопроводов для поставки газа и нефти в Европу. Он пытался использовать российские мощности. Но российские мощности мы ему предоставляли до тех пор, пока он не устроил нам скандал с вот этим самым своим самолетом, когда он обвинил нас в том, что мы якобы сбили его самолет. Сегодня он, имея газ, имея нефть, не имея материальной базы для поставки его, тем самым он пытается играть антироссийскую карту, глупо подразумевая о том, что, возможно, Россия, чтобы помириться с ним, предоставит ему вот эти мощности. Вот эти три карты он пытается разыграть, пока у него ничего не получается. Россия на протяжении всего, даже когда начались охлаждения между кабинетом Пашиняна и Москвой, мы всегда говорили, повторяем о том, что Армения является нашей дружественной страной, что армянский народ имеет с нами общую историю, мы ее всегда будем поддерживать. И я думаю, что вот пройдут сейчас выборы в июне месяце, если там, в июле, простите, если там придет более-менее целесообразное правительство, Россия абсолютно будет на 100% поддерживать дружественную страну, на Кавказе будет защищать ее интересы. Армению, Азербайджан стоит похвалить в любом случае. То есть любой человек, который следит за ситуацией на Южном Кавказе, однозначно считает, если не лукавит, это если не пророссийские, так эксперты, что уникальная динамика происходит между Арменией и Азербайджаном. То есть драматичная, не идеальная, конечно, сложная, могло быть лучше, но то, что происходит, и то очень хорошо. Можно оцениться, есть ресурсы, чтобы еще улучшать ситуацию, и улучшать ситуацию как не только в регионе Южного Кавказа, но и вообще в ближнем регионе, там, в контексте Ирана, и Турции, и это очень важный момент. И Грузии тоже, однозначно. То есть динамика армяно-азербайджанского примирения, это очень в глаза бросается. И на то, что генсек НАТО это замечает, это неспроста. И то, что это не то, что замечает, но и отмечает. И, скажем так, считает нужным отметить во время вопроса про Грузию. Так что думаю, что у НАТО есть свои взгляды, виды на Южный Кавказ. На Южный Кавказ у НАТО есть какое-то уже присутствие через Грузию на Южном Кавказе, хотя на Южном Кавказе присутствует такое мощное государство, очень влиятельное государство в НАТО, это Турция, и союзник Турции по вопросам безопасности и вооружению Азербайджан. На этом фоне, конечно, у НАТО есть довольно большая амбиция присутствия на Южном Кавказе. И не хочет в этой ткани терять рисунок Грузии, потому что Грузия получил статус аспиранта. Это, конечно, немного чего, но хоть что-то есть. Уже какие-то шаги проделаны по отношению к Грузии уже, и не хотели бы это терять. Поэтому и осторожная, скажем так, оценка Грузии. И не хотят терять Грузию, но и имеют в виду Азербайджан и Армению. Потому что как раз недавно президент Азербайджана Алиев отметил, что Азербайджан, несмотря на то, что не стремится в НАТО, но в Азербайджан приезжал какой-то высокопоставленный чиновник НАТО на днях, где-то 2 недели там назад максимум. И отметил хорошее отношение к НАТО. Это почти что впервые, что Алиев озвучил положительный контекст НАТО. Алиев никогда не ругал НАТО, но и не хвалил. Как-то старался дистанцироваться. На этом фоне в тени России, можно сказать, и Азербайджан заявил свою, скажем, симпатию к НАТО. И это, думаю, что у НАТО есть далеко идущие, скажем так, планы. И во всем это, в этой картине мешает неопределенная политика Грузии. Армения, Азербайджан, хотя они пока не имеют такое статусное положение, как в Грузии, они двигаются, в отличие от Грузии. Грузия стоит, а Азербайджан и Армения двигаются. Поэтому я думаю, что Рюте посчитал нужным отметить вот это движение и сообщить довольно корректно Грузии, что от Грузии ждут большего. НАТО и так обосновано на Южном Кавказе. То есть Турция это более чем достаточно. Достаточно, чтобы чувствовать себя, скажем так, чувствовать, что ты присутствуешь в регионе. Это Турция серьезный игрок. Для НАТО нет проблемы еще больше присутствия неформально. Для НАТО важно уже формализировать свое присутствие. И вот как-то
делать больше институциональные движения, чтобы Грузия проделала, или Армения, или Азербайджан. У Азербайджана больше шансов, потому что вот Турция лоббист у Азербайджана и лоббист. НАТО не говорит, что собирается интересоваться Кавказом. НАТО говорит, что они уже занимаются Кавказом. И это сообщение для России, что НАТО не собирается просто так уйти из Кавказа. И да, заявление Алиева тоже в этом направлении довольно достаточно, скажем так, многозначащее, что Алиев тоже подтверждает это. Мне кажется, что НАТО собирается делать более смелые шаги в будущем, чтобы не дать возможность другим странам, России, в первую очередь, конечно, то есть Иран, наверное, скорее всего, и учитывается у Ирана свои какие-то милитаристические, скажем так, взгляды, там, да, ядерное оружие и так далее, так далее. На этом фоне НАТО собирается надолго, серьезно пустить корни. И это даже сообщение Грузии, мне кажется. Это поощрение Армении и Азербайджана, что молодцы ребята продолжают в таком духе, однозначно. Но и сообщение Грузии, что Грузия не питается какими-то иллюзиями, не питается какими-то попытками со стороны России увлечь себе какие-то непонятные игры. В этих играх имеется в виду как нейтралитет. Недавно была создана партия нейтралитет для Грузии. Явно заигрывание с понятием референдума, потому что, как мы знаем, через референдум был определен вступление Грузии в НАТО, а потом на основании решения референдума была включена в 78 параграфе Конституции, что Грузия стремится в НАТО, в том числе и в Европейский Союз.